Почему у нас не получается? Потому что мы фокусируемся на плохих качествах своих. А я хочу, чтобы сегодня вы изменили взгляд и начали фокусироваться на своих хороших качествах. Потому что именно вот эти хорошие качества твои тебе дадут энергию, и они тебе дадут импульс, чтобы дальше шагнуть, понимаете? Чтобы дальше подняться. Вот это реальный инструмент. Вот напишите, я знаю, что у вас есть хорошие качества, очень много. И когда вы будете повторять, она будет программировать ваше сознание. И начнете потихоньку меняться. Вот это и называется трансформация. Когда ты начинаешь делать это все, внедрять и применять, вот тогда идет трансформация. Потихоньку, потихоньку. Сразу больших результатов не жди. Сразу ничего не получится. Потихоньку, потихоньку, зато верным шагом идем вперед. Вот обострите, вот именно на это я даю сейчас вам ударение. Что еще мешает? Потому что многие люди боятся чего-то сделать. Даже предпринимать сейчас боятся. Вот среди вас сейчас поставили плюсики, я не знаю, 15 человек, да, а остальные что? Они просто сидят, что ли? Просто сидите, просто меня слушаете, что ли? Хорошо, то, что вы слушаете, это уже хорошо. Но начни применять, чтобы эффективность твоя поднялась, понимаете? Многие сотрудники неэффективны, многие партнеры неэффективны. Почему? Потому что они только умеют слушать, а дальше не хотят применять. Хочешь поднять эффективность? Возьми и второй шаг. Вот тогда у тебя поднимется эффективность. Многие люди боятся страхов. Я вам хочу сказать, ученые доказали, 80% страхов, которые мы думаем, они не исполняются. Это как иллюзия. Вот мы же, страхи это иллюзия. А то, что вы тоже подпитываете иллюзию, там, хорошее будущее, там, рисует, это уже инструмент, да, но когда ты не действуешь, не начинаешь применять, это опять превращается в иллюзию, понимаете? Вот это поймите, пожалуйста. Москва сразу не строилась же. Потихоньку, потихоньку это, мы как бы прокачиваем этот навык, программируем, она входит в привычку, и мы вот так потихоньку начинаем меняться в лучшую сторону. Вот так меняются люди на сегодняшний день. И тем более, сейчас ученые доказали. Что доказали? Я недавно читал статью, ученые доказали. Смотрите, интересная статья, хочу поделиться с вами. Сделали эксперимент ученые, взяли скрипачев, ну, кто играет на скрипке. И вы знаете, что было? Они исследовали именно звезд скрипачев, которые стали звездами. И вы знаете, они начали исследовать этих людей, потом исследовать начали именно тех людей, которые перспективные, и потом начали исследовать именно тех людей, которые студенты. В смысле, взяли этих людей, как бы 10 лет провели исследования. В течение 10 лет все они начинали студентом, да? Мы же все были студентом. И они записались в курс там этих скрипачев. Потом они начали заниматься. И вы знаете, интересная статистика выходит. Именно студенты, которые занимались 4000 часов, они как бы до сих пор играют, да, но не перспективные. Именно перспективные, почему-то такая статистика вышла, 8000 часов занимались. Понимаете? 8000 часов. А именно, кто стал мастером, по-нашему это великим лидером, им пришлось 10 000 часов вложить в свое мастерство. Тогда они стали звездами. Потом многие люди не поверили, ученые взяли теперь пианистов, тоже начали изучать этих пианистов, да, именно профессиональными пианистами стали именно те люди, которые 10 000 часов уделяли себе, чтобы прокачать вот этот навык. А между профессионалами и любителями осталось 2000 часов. Представьте, 8 000 часов, кто уделил на это, они не смогли стать профессионалами. Чувствуете разницу, да? Поэтому я хочу, быстро не нужно меняться.
Быстро человек не меняется, потихоньку. Потому что 10 дней обучения прошли, дальше мы можем запустить, я буду запускать программы, я буду помогать вам обучать и ваших людей, потом лидерские обучения. Вот так в течение года, до конца года. Будьте готовы обучаться. Вот так я вам помогу сопровождать вас и ваши команды. Тогда будет в конце года мощные результаты. Если действительно вы это хотите. Поэтому для того, чтобы стать мастером, минимум тебе нужно 10 тысяч часов. Это можно вот так сделать. Для того, чтобы стать высшим рангом в твоей компании, да, приблизительно тебе нужно 10 тысяч часов. Тогда ты будешь зарабатывать, я не знаю, это в чеках измерить, да, это минимум 100 тысяч долларов в месяц. Кто-то миллион будет зарабатывать. Это уже от потребностей зависит. Понимаете? А я хочу, раз вы приняли решение, я хочу подвести к этому. Но для этого готовьте психологически, вы готовьтесь год, 2, 3, я готов прокачивать эти навыки, учиться и идти. Зато вы завтра, благодаря этим усилиям, которые сегодня вкладываете, она будет создавать ваше будущее. Ваше будущее. Вот такая статистика вышла. Действительно, очень мощно, я посмотрел, действительно говорю, для того, чтобы стать мастером, это именно нужно, понимаете? Теперь, поехали тогда, все понятно, да? Теперь готовимся, как проводить встречи. Как проводить встречи. Сегодня будет актуальная тема, потому что именно вот это, возьмите ручки, карандаш, потому что встреча это очень актуально. Я буду делать ударение. На что давать вам ударение? Когда вы проводите именно вот эти встречи, понимаете? На что давать ударение? Первое, ребята, первое. Вы уже учитесь проводить презентацию. Я вам дал инструменты, вы учитесь работать над собой, чтобы становиться лучше. Потом, третий инструмент, я вам дал телефонный разговор, вы записали, написали, начали звонить. Теперь, когда вы по телефону звоните, назначаете встречу, да, я заметил, очень много ошибок делают некоторые новички, как бы настоятельно приглашают в офис. Ребята, когда вы звоните, да, делайте условия, да, какое. Вот смотрите, я делал какую ошибку. Я брал телефон, как бы настаивал, чтобы они пришли ко мне в офис. Это мне удобно было. Им это неудобно было. И вот так я терял где-то 20-30% перспективных своих новичков. Потом я подумал, вроде бы мелкая ошибка, да, и пересмотрел телефонный разговор, и тогда я пошел к этому. Я всегда спрашиваю, как будет удобно, мне к вам приехать или вы к нам приедете? Вот такой термин вам нужно добавлять в свой словарный запас. Давайте вспомним. Алло, добрый вечер. Извините, пожалуйста, я вам давал буклет, как раз спешил, я извиняюсь, удобно разговаривать, да, как раз у меня сейчас есть время, я бы хотел с вами встретиться. Когда удобно встретиться? В первой половине дня или во второй? Как вам удобно? По онлайну или по офлайну? Понимаете, сейчас у нас будет 2 встречи. Будем по онлайну или по офлайну. Я буквально займу у вас там 15-20 минут. Уделите, пожалуйста, драгоценное время. Хорошо. А как удобно? Мне к вам приехать или вы к нам приедете? Понимаете, вот эти вопросы нужно обязательно уточнить. И четко, решительно разговаривайте. Многие дрожат прям вот так. Не нужно вот это. Все, встряхнулись, взяли уверенно, с эмоцией, с настроением. Как говорил, энтузиазм передается и через телефон, энергия через телефон тоже передается. Доказательство в этом – это голос твой. Когда человек спит, вы узнаете. Поэтому улыбка, энергия, начинаешь звонить, договаривайся, именно сделай ударение на время, потому что эффективность твоей презентации зависит от времени. Это тоже немаловажную роль играет.
Понимаете, как бы это тебе дает деловизм. Ты считаешь себя деловым человеком, потому что ты ценишь свое время. Вот это, именно такую черту характера в тебе подчеркивает, когда ты договариваешься о времени. И то легко будет договориться, когда говоришь, 25 минут я займу буквально, все. Хорошо, договорились. Теперь давайте возьмем офлайн. Договорились. Многие там в кафе, где удобно, договорились. Теперь еще вторая ошибка. Некоторые по жизни опаздывают на эти встречи. Ошарашенно приезжают туда. Как бы. Вот этого не нужно делать. Всегда пораньше езжайте туда, посмотрите обстановку. Потом сервис начинается со встречи. Лучше встретьте этого человека возле кафе. Конечно же, насчет внешнего вида это твой инструмент. Желательно хорошо оденься, чтобы внешний вид был. Потому что у русских есть пословица, да? Встречают по одежке, провожают по уму. Это пословица сейчас сетевиков. Да, тебя встречают по одежке, будут провожать по уму. Начинается сервис, когда ты встретил человека, добрый день, поблагодарите его. Поблагодарите, что он пришел на эту встречу. Спасибо вам огромное. И такой комплимент нужно. Когда смотрите на человека, я не говорю листичный комплимент, да? Просто когда вы даете листический непонятный комплимент, это не цепляет человека. Просто посмотрите внимательно, если кроссовки красивые, заметьте что-нибудь, понимаете? Это работает реально. Потом предложите в кафе зайти. Зашли, предложили стол, человек сел, поблагодарили. Сразу чай, кофе. И вот здесь улыбка ваша нужна. Обязательно такая улыбка. Как я говорил, тренируйте улыбку. Потому что людям нравятся улыбающиеся люди. Люди идут именно за теми людьми, кто улыбается, кто позитивный. Понимаете, кто как бы принципиальный, у кого есть свои принципы. Людям нравится, потому что у всех успешных людей заложено вот эти черты. Нам нужно просто копировать это все и внедрить свою новую версию. Итак, мы же с вами создали вашу новую версию. Теперь мы должны входить в этот образ. Я даю инструменты. Пригласили сразу же. Даете чай, кофе, предлагаете, кормить, кушать не нужно. Почему? Скажу. Когда вы завтра начнете воспитывать своих партнеров, показывайте им встречу, да, если вы начнете угощать всех там кушать, они подумают, что, оказывается, на встрече надо кормить их, да, и у них первых новичков денег нет уже, поэтому они как бы стесняются и сливаются. А у нас в СНГ менталитет какой? Если у нас хоть денег нету, нам это совестно говорить, что у нас денег нету. Лучше нам потеряться, понимаете, чтобы нас никто не искал. Ты же не будешь говорить, у меня нет денег, я не могу себе этого позволить, там, понимаете, как бы, вот такой есть у нас менталитет. Вот так я очень многих людей в свое время, новичков, потерял. Вы думаете, это мелочь, да? Я вам скажу, это не мелочь, потому что MLM бизнес это именно твои новички будут дублицировать что? Твои действия. Понимаете? И изначально, если ты будешь правильно это все делать, как бы это уже будет правильный фундамент. Понимаете? Поэтому очень важно соблюдать эти правила, которые ведут к достижению успеха, которые ведут к лидерству. Вот это именно очень важно, сделать ударение. Потому что многие лидеры не замечают вот этих мелочей. Они думают, ай, я привык, вот я такая, все, значит, работает, вот это все. Знаете, если ты привык, да, многих лидеров не умеют люди копировать. Знаете, почему не умеют копировать лидеров? Хотите, остановлюсь на этом? Потому что лидер из себя много что строит. Он хочет себя показать, как бы, да, вот начинает вот это, я вот супергерой, да, понимаете, это хорошо, но поймите, когда вы показываете вот это все, простые людям вы даете, кстати, сегодня я разбирал одного лидера, очень мощного, да, и в разборе мы увидели, она умеет, да, преподавать, она лектор, оратор, да, но почему-то люди не подписываются. Знаете, мы какую причину вывели? Хотите, я вам скажу?
Вот эту причину мы вывели. Она хорошо рассказывает, грамотная, всю жизнь в хороших должностях работала, да, но в оконцовке она не говорит, как бы не закрывает простотой. Люди думают, о, я не могу быть такой. Конечно, она такая амбициозная. Они думают, что люди вот так рождаются. Как бы такой смысл дают. А чтобы не дать такой смысл, вы простотой заканчиваете, говорите им, что вы когда-то такими были. Вы сейчас думаете, сидите, думаете, на меня смотрите, что вы не сможете стать, как я. А я могу вам доказать обратное. Ребята, я сразу таким не стал. Потому что я учился, я был такой же, как ты. Если кто-то хочет научиться, я готов учиться. Как бы вы начинаете делать вот эти подходы, да, это, говорю, очень просто, легко и просто. Это как? Вот есть презентация, выучи, начни рассказывать. Как бы, ребята, не усложняйте, пожалуйста, этот бизнес, да? Давайте научимся упрощать. Когда вы читаете презентацию, после вашей презентации люди должны вот так сидеть. Да, это что? Вот так я тоже умею. Вот эта идея важна. Поэтому вот именно не надо усложнять, а нужно что? Упрощать. Теперь особое ударение хочу сделать, что пришел человек, вы поняли, да, для чего не нужно кормить. Чай, там сок, кофе, это хорошо. Теперь поехали. Первое. Составить диалог. Сразу не надо, как ошарашенный, заходить на встречу. Все, давайте, я вам объясню, как бы, знаете, вот эти мы портим. Я понимаю, мы эмоционально хотим его подписать, да, и начинаем, наша ошибка, начинаем сразу, без вопросов, заходить там и мочить, да, там, говорить о своей продукции, о своей компании. Я понимаю, вы любите продукт, но вы когда начнете рассказывать, не выявляя потребность, вот здесь ваш минус. Очень многие это знают, но не соблюдают. Почему? Потому что у него привычка заложена, он привык, его так учили. Теперь надо отвыкать от этой привычки. А это легко и просто. Начни задавать для того, чтобы первая часть, надо диалог составить. Что такое диалог? Как бы понравиться друг другу, понимаете? Диалог такой. А для того, чтобы составлять диалог, для этого что вам нужно? Как вы думаете? Что для этого нужно, чтобы составить этот диалог? Как вы думаете? Для того, чтобы составить этот диалог, вам нужно задавать наводящие вопросы. Ошибка в чем? Многие мы не задаем эти вопросы. Вроде элементарная вещь. А я начинал вот так. Давайте я вам дам реальный инструмент. Встреча, сидит, человек пришел. Изначально, повторяю, с телефонного звонка. Когда удобно встретиться? В первой половине дня, во второй. Хорошо. Отлично. Мне к вам приехать или вы ко мне приедете? Как вам удобно? Ко мне приедьте, пожалуйста. Хорошо. Извините, пожалуйста, а будет там как бы место, где мы можем переговорить? Или есть какой-нибудь летник рядом? Да, есть. А я могу вас пригласить туда на чашку кофе. Хорошо. Потом, я имею в виду сегодняшний процесс, я повторяю. Потом назначаете встречу, сразу говорите, я буквально 25-30 минут займу. Все, едете туда, раньше на 15-20 минут столы готовите, встречаете гостя. И этим мы и так занимаемся. Это твой сервис, подход. Как только встретил, поблагодарил, что она уделила драгоценное время. Классно. Пошел, посадил, предложил. Пятый шаг. Чай, кофе. Хорошо, чай. Все принесли. Прежде чем начать встречу, я бы хотел вам задать пару вопросов. Прежде чем я вот так захожу на диалог. Скажите, пожалуйста, допустим, давайте такое сделаем. Этот человек пришел с холодного контакта. Я говорю, скажите, пожалуйста, а где вы работаете? Записывайте первый вопрос. Где вы работаете? Он говорит, да, вот я учительницей работаю. А скажите, пожалуйста, а сколько вы зарабатываете? И тут такое, так, знаете же, 150 тысяч. Я говорю, 150 тысяч долларов? Нет, вы что, говорит. Понимаете, вот такое дело. И третий вопрос.
И третий вопрос, я говорю, скажите, пожалуйста, вас интересует дополнительный доход? Вот эти 3 вопроса я задаю. Как бы начинаю выявлять их потребность. Потом идет вопрос вопросами. Я задаю вопросы, ребята, и 80% у меня времени уходит на что? Знаете, я вам хочу сказать. Слушать его, слышать. Не то, что слушать, слышать его. Для чего? Ошибка наша, многих лидеров, и у меня в качестве была эта ошибка. Что мы делаем? Мы 80% разговариваем. Первое, не выявляем потребность. Второе, не составляем диалог. И 80% мы разговариваем, 20% мы их слушаем. Когда ты слушаешь 20% своего собеседника, я тебе скажу честно, ты не поймешь, что ему нужно. Для чего нужно выявлять потребности? Потому что ты выявишь егошнюю проблему. И через эту проблему ты ему дашь решение. Когда ты на проблему дашь решение, тогда человек заключит с тобой контракт, да. А когда ты не выявляешь потребность, как бы не слушаешь и не слышишь его, обычно многие люди, я тоже был таким, я не слышал, я заряжен, я пришел на встречу, начинаю там разговаривать, не останавливаться, даже не прислушиваюсь, как бы перебиваю, понимаете? И вот тогда встреча как бы не идет к сделке закрытой. Поэтому новый подход – это сдержанный подход. Это задавать вопрос и слышать человека. Потому что когда человек разговаривает, тем больше ты слышишь, слушаешь и прокачиваешь вот этот навык слушания, тогда ты начинаешь понимать его, что ему нужно. И тогда ты можешь дать то, что ему нужно. Потом, шаг 3. Никогда не спорить с клиентом. Особенный шаг, ребята. Никогда не спорьте с клиентом. Многие портят встречу, когда спорить начинаете. Допустим, вы меня пригласили, да, на встречу. Представьте, я к вам пришел на встречу, вы меня обслужили уже нормально, как бы я вижу серьезность, да, потому что в первые впечатления, ребята, они роль играют, первые впечатления. Поэтому ты должен стараться впечатлить как бы себя дипломатическим своим подходом. Понимаешь, ты впечатлил, может быть контракт. А потом твой сервис, твое общение, вот это все играет важную роль. Люди хотят идти за теми людьми, кто дисциплинированный, кто коротко, четко, ясно умеет разговаривать, у кого есть принципы. За такими людьми пойдут очень многие люди. Искусство вот это, проводить встречи, да, это мощное искусство, ребята. Если вы научитесь этому, это будет мощно. Я вам скажу, это важнейший навык именно в MLM бизнеса. Поэтому не спорьте. Смотрите, вы меня пригласили, представим, да? Кто-нибудь, давайте на практике это сделаем. Кто-нибудь, может, выйдет в эфир? У кого есть желание выйти прям со мной на эфир, я прям на практике сделаю дискуссию такую. У кого есть желание, как бы выйдите и обратно зайдите, и на практике это будет очень мощно заходить. Если нет желания, стесняетесь, тогда я буду так объяснять вам. Вот я на встрече. У кого есть желание? Давайте быстро. У кого есть желание? Есть желание? Выйти пообщаться. Я буду задавать вопросы, а вы будете отвечать. Кто самый смелый? У меня глаза закрыты. А челюсти закрыты? Да. Зависло что-то. Кішкене досым кішкене 12. Болмайды дейм бе.
Опять зависло? Так, зависло, да, вот я слышу. Что-то не вижу лицо. Ага. Ну, Я наверное, вас самое слышу. главное, здесь надо разговаривать, да? Главное, чтобы Да, вы меня да, да. слышали. Да, чтобы все слышали. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Айгерим. Я вообще новичок. Как бы только сейчас вообще познаю все это для себя. Хочу для начала, иншаллах, больше знаний. И потом уже со своим знанием уже как бы стремиться к результатам. Молодец, Айгерим. Скажите, пожалуйста, как проходят тренинги? Вы делаете домашние задания? Есть ли какие-то изменения? Полезно вообще проходить такие тренинги? Алло. Так, не слышно вообще, да?